транспортное средство и орудие. К этому же периоду относится, достаточно, скажем, печальный, драматический аспект, когда лошадей стали понуждать к движению силой. Шпоры, болевое воздействие на лошадь. Неважно какой, искусный ты наездник, не искусный, если ты шпору вонзишь и до крови ранишь, можешь расцарапать и даже там кровоточить будет, и лошади даже погибали. Вот это такое жестокое обращение было вынуждено боевыми действиями, когда любой должен был управлять на любой лошади. Но к тем же временам относятся даже вот это красивые ножки, такими туфельками, казалось, причем с лошадью. А дело в том, что до появления стремян у нас, в смысле у людей, каблуков не было вообще, они не нужны были. Зачем нам каблуки нужны? Да только для того, чтобы в стремени нога не проезжала дальше. Это упор для стремени. Только из-за этого. А после этого пошла мода, и вот сейчас мы активно это все используем. Вот тоже как неожиданно показалось воздействие лошади на нашу жизнь. Казалось бы, с изобретением огнестрельного оружия все эти рыцари оказались беззащитны, и рыцарская конница ушла. Но, как ни странно, была эффективная легкая кавалерия. Более того, кавалерия получила множество градаций. Средняя, тяжелая и так далее, и так далее. И самая легкая, это, конечно, гусары. Преимущество их было в том, что моментально перебрасываются с одной точки в другой, и в движущуюся мишень попробуй еще попасть. И вот это единство всадника и лошади, которые постоянно рискуют жизнью, породило особый кодекс чести у гусар, особую удаль, гусарство, то, что мы называем гусарством. И это было отражено во всевозможных, и прощалось, вы знаете, в 12 году, и прощалось все эти вольности, и Денис Давыдов стал партизаном, ему тяжело было под регулярным контролем на вольных хлебах